Здравствуйте. Мы направляемся на реку, о которой не знаем почти ничего. Или знаем, но очень мало. Со слов каких-то там рыбаков, у нее несколько заходов. Все устье очень мелкое, и его трудно найти. А в этом году не смогли зайти даже на водометах. Эти слова нас насторожили, но не остановили. Фраза, прочитанная в интернете, что эта река самая линковая в Якутии, и стала ключевой в нашем выборе. Нам нужно только пройти по лени 600 километров и как-то подняться по горной реке. Кюндудей – правый приток Лены длиной в 240 километров. Впадает в реку на расстоянии 921 километра от ее устья. Замерзает в октябре, вскрывается в мае. Питание реки происходит в основном за счет таяния снега и летних дождей. Это вся информация, которую я нашел в интернете. Конечно, мало, но с другой стороны, это и хорошо, потому что о реке не будут знать и остальные. А наша компания никогда не любила проходные дворы. Мелкое устье Кюндудея – это препятствие для всех без исключения, но не в нашем случае. Для прохода по речным мелям в нашем распоряжении есть эдакий плавающий вездеход – катер на воздушной подушке. На нем мы и будем подниматься по горной реке. Вот этот берег, вот туда вон дальше вставайте, я сейчас на дедушку спустил. Вот это же этот таз вот. Вот он показывает, туда. Захожу, а он просит пин-код моего телефона. Природа, все очень хорошо. Но одна природа нас не устраивает. Нам нужен Кюндудей. Заход в Кюндудей мы никак не можем найти. Ездим. Надеюсь, что найдем. А вообще, я считаю, что все удалось. То, что мы доехали сюда, это уже удача. Ходим в Кюндудей по GPS. Вот заход. И большой, широкий, глубокий. Наш водитель Олег сказал, что мы вошли в Кюндудей. Без спутникового навигатора мы просто вернулись бы назад. Два захода в речку были не просто мелкими, а совершенно пересохшими. Ниже по течению Лены, километрах в 20, мы нашли третий заход. Но нас встретила высокая мутная вода. А это значит, никакой рыбалки не будет. Хотя есть небольшая надежда на то, что через несколько суток вода все-таки станет прозрачной. То есть нужно просто ждать. Максимум времени у нас в запасе 3 суток.
Как этот маджахет какой-то. Камеру. Наша мечта осуществилась, мы на Кендугее, но вода большая, мутная. Пока что сидим, ждем, как вода упадет. Вода падает потихонечку. Хорошая компания, хорошие люди. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Там все помогут. Это можем все на тебя оформить. Понял, куда? Ну куда пришли для короче. Попали на Кюндудей. Вода прет. Огромная вода и очень грязная. Рыбалки нет. Ну вот так. Отдых. Да, пожалуйста. Попал. Вода довольно быстро падала, по 5 сантиметров в 2 часа. Но горная река – это водоем совершенно непредсказуемый. На вторые сутки вода стала прибывать с еще большей силой. По пути назад мы нашли небольшой, но прозрачный приток Кендудея. Повезло. Из-за густо заросших берегов приходилось рыбачить и снимать на корме катера. Нужно сказать, очень неудобная площадка. Вообще, пускай там заваляется. Ну, бочку сейчас можно шутить. А что вы камтера у вас нету, да? Какого контроля? Завешивай. Нет. Дайте-ка я тоже с тайменем хороший, он больше 4. Он большой. А смотри, меня у него, вот видишь, у него сбоку загруженный. Смотри, какой красава. А это что такое? Хавок где-то, да? его хал. Да ну О, хороший. Башкой мотай. Таймень, Таймень. Игорь, мышь. Эдя, аккуратно, за крючок не попади сам. Хватай его. Он такой же, еще больше, по-моему. Больше. Больше он, больше. Красавец, ага. Молодца! Давай, возьми. Камень. А он Валера. Валера сейчас вроде. Там в бочку кидать надо, Валера. Это по бочку, по-моему, да? А такой же. Еще больше, видишь какой? Да ну, хорошая щучка. Че ты же ее не хватал? Потом по карте поглядим. Салах. Итак, мы сегодня поймали, мы с Сергеем, я и Сергей Добрынин, поймали по дому тайменю. И сейчас кушаем уху. Приятного вам аппетита. И нам тоже. Вкусную уху. Сейчас бы еще Миша вышел тут. Или Сахаты. Нет, спасибо, не надо. Костерок, блин, красота. Природа, блин, обожались тайменя, вкуснятина. Что еще надо? Утром на третьи сутки нашей неудачной рыбалки приходится возвращаться. 2 таймишат, поделенных на 1400 километров, и на 7 рыбаков нельзя считать хорошей добычей. А огромных, красивых и вкусных ленков, за которыми и ехали, даже не видали. Ленок намного вкуснее тайменя. Одна неудача сменилась другой. Подвела техника. Заглох на ходу двигатель. И заглох он почему-то возле зимовья Корякина Феликса.
который и привез нам через несколько часов все необходимое. Спутниковый телефон-то у нас был. Пойдем, сходим до озера. Грибов. Сейчас сплавляться-то, возможно, не хватило бы. Варится. Захоти навариться, снимай. Это в разминах кучу. Я на тракторе вспомнил, в 85 году был. Вот он, Что на той избушке? я бы сунулся и обратно бы ушел. Ладно, мы пошли. Идите, сейчас чай сделаем, попить. Все-таки сибиряки – это особая каста людей. Они люди слова и дела. Добродушные, приветливые и надежные. На просьбу о помощи они незамедлительно ответят. Такими должны быть все мужики. Феликс и Андрей, огромное вам спасибо. Меня зовут Корякин Феликс Иванович. Корякин Феликс Иванович, очень приятно. Миронов Андрей Ермолаевич. Я тут живу уже давно, сколько лет, с малых уже, десяток. Родился сам в Бестях и вот так с рождения живу здесь. Ну, отец тут охотился, рыбачил с 50 какого-то года. Я не знаю, не помню точно, 53-го или какого-то. Угодья это его. Тут. Я с ним тут рыбачил, охотился с малых лет. И вот до сих пор здесь езжу по своим. Ясно. А места-то у вас зверовые, здесь зверь есть? Конечно, куда он денется? Ладно, не буду мешать. Кушайте. Приятного аппетита. Все есть. И соболь есть. Только на следующий день к 5 утра мы добрались к Сергею и Александру. Они оставались у винтового катера на берегу острова Лены. Попив крепкого чая, решаем остановиться по пути в Якутск на нашем старом месте – Эбелях. Место на левом коренном берегу Лены, чуть ниже устья реки Вилюй. Очень богатый на щуку участок реки, который нас никогда не подводил. За полдня мы наверстали то чувство азарта, за которым и ехали. Спиннинги трещали, ломались, рвалась крепкая плетенка, но все-таки рыбалка не удалась. Хотя решать вам. Вот это та, которая поднялась. Прикольно. Ну давай пробуй. О, конь попал. Фига. На такую сороку, вот такой. Ё-моё. Смотри, как заглотил его под самый этот. Он тяжелый.
такая сорога и вот такой окунь, во. Живчика надо поменять. Твою ловчую, наверное. Жеребца. Ого. Ну когда-то должно было повезти. Ну как, кончик отловил. Ох, хвостера какая. Ё. Ну это больше десятки. Весны не было. Подъязок. Маленький. Сколько килограмм, по-твоему? Я не знаю. Килограмм 10 есть, по-моему. Вот пошла. Что ж, до свидания, фильм окончен. Свидание, Кендугей. Не, ну так как